Наконец-то в Таджикистане будет нормальный доступный интернет. Правительство дало добро. Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого интересного. Служба связи Таджикистана выдала 2 частным компаниям лицензию на поставку высокоскоростного интернета в страну через международные каналы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Этот шаг является своевременным и поможет снизить стоимость интернета в стране, а также повысить уровень доступа и качества интернета, говорится в сообщении. Отмечается, что это также будет способствовать созданию здоровой конкурентной среды в сфере электросвязи и привлечению частного капитала в телекоммуникационный сектор страны. При этом, какие именно компании получили лицензию, когда они начнут поставлять и будут ли иметь право напрямую в обход единого коммуникационного центра и Таджиктелекома продавать интернет мобильным операторам, интернет-провайдерам или населению, в сообщении не говорится. В Таджикистане с 2016 года начался процесс монополизации рынка связи. Именно тогда был создан единый коммуникационный центр на базе государственного Таджиктелекома. С 2018 года мобильные компании и интернет-провайдеры обязались покупать интернет у единого коммуникационного центра, а госкомпания получила эксклюзивное право покупки и распределения интернет-трафика, тем самым поставив в невыгодное положение мобильных операторов и интернет-провайдеров. Целью создания такой структуры называли обеспечение национальной информационной безопасности, а также возможность держать под контролем серый трафик. Идея организации принадлежит Беку Сабуру, нынешнему главе службы связи Таджикистана. Если раньше операторы и провайдеры напрямую оптом закупали интернет у Кыргызстана, Узбекистана и Китая по цене от 10 до 20 тысяч долларов за 1 гигабит, то у единого коммуникационного центра, согласно информации от 2019 года, стоимость этого же объема составляла 53 тысячи. Сам регулятор не называет стоимость, по которой продает интернет поставщикам услуг, ссылаясь на коммерческую тайну. Эксперты неоднократно отмечали, что монополизация рынка единственным игроком Таджиктелекомом, который перекрыл все альтернативные источники, привела к тому, что компании де-факто не справляются с обеспечением качественного интернета для всех пользователей. Если бы служба связи дала разрешение другим частным компаниям право на покупку и распределение интернета, то часть нагрузки упала бы на плечи новых игроков, и конкуренция улучшила бы качество и снизила бы цены на интернет, говорили в течение последних 8 лет эксперты. Напомним, президент Эмомали Рахмон в своем послании парламенту в конце 2022 года и на итоговом собрании правительства раскритиковал скорость интернета и поручил улучшить ситуацию. В службе связи позже сообщили, что создали штаб и обещали в скором времени вместе с провайдерами ускорить скорость и снизить стоимость. Видимо, для реализации поставленных задач службе связи пришлось отменить свое решение от 2016 года. Служба связи также сообщает, что в ближайшее время будет реализован проект по введению высокоскоростной интернет-магистрали с Китая. Данная мера осуществляется в рамках проекта строительства транспортного маршрута Душанбе-Куляб-Дарваз-Рушан-Харок-Кульма в целях скорейшего осуществления прямого соединения телекоммуникационных сетей Таджикистана и Китая. В настоящее время быстрыми темпами проводятся практические работы, говорится в сообщении службы. В публикации отмечается, что это поспособствует созданию дополнительных высокоскоростных международных волоконно-оптических линий связи для соединения с глобальными сетями интернета, повысит значимость и транзитный потенциал телекоммуникационных сетей страны и устранит коммуникационную изоляцию республики. В этом сообщении ведомства тоже не говорится о конкретных компаниях, которые будут осуществлять проект, о стоимости и источниках финансирования, а также о сроках сдачи ничего не известно. А как вы относитесь к такой ситуации? Верите ли вы в то, что у нас станет нормальный, доступный интернет и телефонная связь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!